хотелось бы знать еще ваше мнение по поводу вот идеи, да, на ее год назад, по-моему, начали обсуждать по поводу отмены домашнего задания. То есть дети прямо они за. Ну, понимаете, это Нововведение. можно отменять, можно не отменять, это несущественная вещь. Когда ребенок чем-то любит заниматься, вот ко мне вчера подходил Булат Габитов. Он очень талантливый мальчик, и вот он сейчас учится у нас, дай бог памяти, в 8 классе, если я не ошибаюсь, в 8, а пришел к нам в 5. Вот когда он был в 5 классе, он был, если я правильно помню, как мне, по крайней мере, сказали вот, из тренерской команды, что он был в десятке лучших шахматистов мира в своем. Фантастически талантливый мальчик в шахматах. Я говорю, как у тебя шахматы, спрашиваю я у него вчера. Я уже тоже год не занимаюсь. Я говорю, что такое, я математикой сейчас занимаюсь больше. Это, говорит, мне больше по душе. Я говорю, а почему? Ну, для если уже заниматься шахматами, надо ехать в Москву. Ехать уже с мамой и папой. Ну, понятная позиция, а математика, в Казани математическая школа достаточно сильная. Вот. И вот мы с ним разговариваем. Он ходит в городской математический кружок, он занимается у нашего гениального преподавателя Саярда Дмасовича Утиганова. У нас преподаватель математики, вот Саярд Дмасович, он председатель городской комиссии, республиканской комиссии по ЕГЭ. Вот уровень преподавателей наших. Вот. А тебе хватает? Не хватает. Тогда я занимаюсь дома сам. Ну, а хочешь, чтобы еще? Хочу, чтобы еще, но если нет, то я буду заниматься сам. То есть любимыми делами ребенок и сам будет заниматься. То есть вопрос о домашнем задании, это надо ли заставлять ребенка или не надо заставлять ребенка. Это несущественный вопрос.